честь 50-летнего юбилея заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Агидель» открытое акционерное общество «Газпром нефтехим Салават» подарило ему средства для фестивальной поездки в Нидерланды. В полной мере агиделевцы оценили этот дар в своем зарубежном турне. Приятные открытия посыпались уже по пути из Амстердамского аэропорта на первый фестиваль. Тут же нашлось объяснение восхитительно сочной и яркой зелени ухоженных сельскохозяйственных угодий. Просторы Нидерландов буквально исчерчены бесчисленными каналами, а населенные пункты с обилием велосипедистов всех возрастов, раскатывающих по специальным дорожкам, вызвали острый приступ зависти. Прибывших на международный фестиваль Op Rokkeldijs расселили в нидерландских семьях. Причем агиделевцам, оказавшимся в самом сердце фестиваля, в местечке Варфум, повезло больше других делегаций, проживавших в соседних селениях. Вплотную соприкоснувшись с бытом рядового населенного пункта, танцоры и музыканты ансамбля жадно впитывали впечатления от окружающего. Сколько же любви и труда вложено в прекрасные газоны и цветники перед аккуратными домами. А глядя на большие окна с живыми цветами и неизменными плетеными сердечками, но без каких-либо занавесок, так и хотелось назвать Нидерланды страной незашторенных окон. Гостеприимство и открытость жителей Варфума действительно не знали границ. Возможно, агиделевцы изначально подкупили их сердца своими оранжевыми башкирскими костюмами, но как бы то ни было, члены делегации ощущали себя полноправными членами принимавших их семей. К примеру, ведущие солистки ансамбля Анна и Дарья жили в доме выходца из южноамериканской колонии Нидерландов, школьного учителя информатики Тони и медицинской сестры Джоан, растящих 4 детей. Нам интересно знакомиться с разными культурами, потому мы уже в 6-й раз принимаем у себя участников фестиваля. В нашем доме жили представители Мексики, Бразилии, Южной Африки, а нынче россияне. Русские девушки произвели впечатление своей коммуникабельностью и улыбчивостью. Супруга Тони полюбила девушек как собственных дочерей. Языкового барьера между сторонами практически не было, поскольку нидерландцы свободно владеют английским и немецким языками. А в один из вечеров гости даже подпочивали семью российским борщом. Не менее содержательным было общение и в семье преподавателя колледжа Херо и менеджера по персоналу Марианны. Уже бывавшего в Петербурге хозяина дома живо интересовало все происходящее в России и Башкортостане. Очень приятными собеседниками оказались и их друзья Анни и Роберт, а импровизированный домашний концерт, завершившийся исполнением самой популярной песни Нидерландов, продемонстрировал музыкальную одаренность жителей королевства. Размещенные в семьях местных жителей, участники фестиваля очень доброжелательны. Всколыхнувшая Варфум, эта неделя подарила нам общение с другими культурами. Мы счастливы впервые принимать у себя участников фестиваля, учиться у них. У нас сложились очень хорошие отношения с Эммой и Владимиром, а группа из Башкортостана просто фантастическая. Настолько красивы их костюмы и превосходное исполнение. Мы гордимся тем, что хотя Варфум очень маленькая деревня, его фестиваль известен на севере Европы. Проводившийся уже в 47-й раз праздник народного танца собрал 11 коллективов из различных стран мира. Каждый концерт фестиваля открывался и завершался торжественным выносом флагов представляемых стран под звуки духового оркестра. А в заключении программ нидерландцы очень слаженно исполняли гимны страны и провинции. Съезжавшимся со всей округи зрителям было не до скуки. Рядом с главным залом, где разворачивалось основное действие фестиваля, на открытой сценической площадке постоянно выступали певцы и различные инструментальные группы. В соседнем зале днем проводились игры для детей, а вечерами шла дискотека.
Подкупавшая артистов доброжелательность и открытость нидерландцев в полной мере проявилась и на торжественном приеме у главы местной администрации, удивлявшей меткими характеристиками каждой творческой делегации. Я несколько смущен, находясь рядом со столь роскошной и приветливой девушкой. Наряду с тем, что прекрасно танцуете, вы излучаете огонь, энтузиазм и дружелюбие, которое так нравится молодежи. Спасибо вам за это. Помимо концертов на главной сцене, участники фестиваля выезжали в соседние населенные пункты, выступали у супермаркета в доме престарелых. Называемую лучшим коллективом фестиваля, Агидель везде принимали с неизменным восторгом. Хозяевам и гостям фестиваля, безусловно, запомнился тот вечер, когда, слившись в едином хороводе, все желающие осваивали танцы различных народов. Все в Варфуме было замечательно, поскольку атмосферу фестиваля диктовали его многолетние добрые традиции. Наш фестиваль, проводимый нынче уже в 47-й раз, основала местная фольклорная группа. После первого фестиваля, который получился удачным, кто-то из танцоров воскликнул: «Сам Господь сотворил это чудо». Так у фестиваля появилось название «Оп Рокелдайс». С тех пор здесь побывало великое множество гостей, ведь каждый год мы принимаем по 10-12 коллективов со всех континентов. Что касается нынешней группы из Башкортостана, мы специально пригласили коллектив со столь головокружительной энергетикой и максимальной отдачей танцу. Хорошо живем, семья у нас отличная, веселая, с ними легко найти контакт. Кормят отлично. Было неожиданно, что поселили по семьям. Это была приятная неожиданность. Да. Очень приветливые, все очень так хорошо относятся к нашим просьбам каким-нибудь там. А если мы что-то попросим, то они обязательно выполнят, да, заботятся, куда вы идете, вам не холодно будет, возьмите куртку, вот вам вода, там еще что-то. С нами Венесуэла, да? Венесуэла переодеваются. Все, они такие очень заводные, у них постоянно, даже если, не концерт идет, они разогреваются, постоянно музыка, они поют какие-то песни, какие-то подкрики, они так заводят. Да. И они очень ходят с довольными лицами, как бы, вот мы проходим мимо, они сразу улыбаются. Настроение поднимается. Да. А вообще, в принципе... позитив прям. Да, различные народы, с другими, к сожалению, мы не смогли познакомиться, так как мы живем не вместе. Но вот когда мы ехали в этот город, мы ездили с Грузии. С Грузии, да. С Грузии. В автобусе в Грузии, да. Вот, они спели очень красивую песню, там прям в автобусе, живой звук. Нам очень понравилось. А вообще в концерте много народов, и это хорошо то, что сменяются стили. То есть сначала может быть зажигательный танец какой-то там, Мексика, потом лирический. Красивые переходы в танцах. А больше всего порадовало то, что все люди танцуют с душой, то есть они полностью отдаются танцу, это нравится, и хочется выйти и тоже с ними станцевать. По окончании насыщенной недели агиделевцы расставались с принимавшими их семьями с огромной благодарностью. Ведь помимо повседневной заботы, они еще свозили группу в центр своей провинции, старинный Гронинген. Приятным штрихом пребывания в Варфуме явилась и победа агиделевцев в футбольном матче с местной молодежью. И, наконец, массу впечатлений оставил прощальный ужин. Мы каждый год принимаем участников фестиваля, чтобы познакомиться с новыми людьми. И счастливы тем, что нынче у нас жили 3 прелестные девушки из Башкортостана. Они нам очень понравились. У меня были прекрасные гости. Я их очень люблю и надеюсь увидеться снова. Хотим сказать огромное спасибо им за все, что они для нас сделали, как встретили, как кормили, как общались с нами. Нам было с ними не скучно. Просто хорошие люди. Мы вас никогда не забудем, и вы останетесь на долгие годы в наших сердцах. Спасибо вам. Газпром нефтегим Залафат.